Значит, у меня было очень тяжелое положение после операции на сердце. Себя чувствовал кошмар. Я думал, что уже конец. И я искал, ну, собственно, по врачам ходил, ездили, возили меня. И врачи наставили, у меня почки отказали после операции на сердце. Была тяжелая операция. Рекомендовали мне идти на диализ, как они называют. Я этого очень не хотел. Боялся как огня. И я решил цепляться за какую-то соломинку. Что-то должно меня спасти. Боролся как мог. Мои приятели могут подтвердить. Многие это знают, мое состояние. Я в полном смысле доходил. И я вот нашел телефон господина Соломона. И поехал, не поленился, поехал к нему в Нью-Йорк. Прошел 2 сеанса в Нью-Йорке с ним. И 3-й сеанс домой в пятницу, это было по телефону он мне сделал. Я себя чувствую, нельзя сказать, что я стопроцентный молодой человек, мне уже 71 год, но я себя чувствую хорошо. И доказательство тому, что я начал ходить, я начал кушать. Ты кровь взял на анализ. Он говорит, хорошо, ты не подумай, что я тебя убедил в том, что ты здоров. Приедешь домой, в понедельник пойди сдай анализы крови. А здесь сейчас врачи только по анализам крови лечат, по показаниям. И увидишь, что у тебя все, ты здоров. В первый же день, как я его увидел, господина Соломона, я говорю, что мне теперь делать? Он мне проделал соответствующие манипуляции, что он со мной делал, я не чувствовал. Он меня гладил. Я не знаю, что он меня гладил. Ну, не важно. Я ему сказал, что он мне делает. Он говорит, иди домой, кушай, пей, но только в норму. Я злоупотребляю. А я до этого 5 месяцев во рту не имел вот такой щепочки спиртного, и кушать тоже не кушал. Я рвал все. Я сожалею, да. Я был нормальный человек, я пил. И я был в таком состоянии, что это было какой-то кошмар. Я на следующей неделе поехал в лабораторию, взял направление у лечащего врача, получил ответ на анализы, пошел к своему почечнику. Я ему не говорил, что я был господину Соломона лекарем. Он говорит, Борис, я не знаю, что с тобой делать. Ты уже столько месяцев ходишь ко мне, тебя же узнать, ты мертвец был. У тебя сейчас все налаживается, все нормально. Показания были ну не 100%. Но если кто-то знаком с почечными болезнями, это мне отказали почки, собственно. И вот почечная болезнь, там они смотрят на показания креатинина какого-то. Для меня это тоже 7-го неба, я не понимаю. Должно быть 1,7 приблизительно. У меня было 4,1. Когда я прошел этот тест, у меня было уже 2,7. Я говорю, что теперь делать? Вот я не понимаю, что с тобой. Слава Богу, это редкие случаи, говорит, у тебя восстанавливается здоровье. Я что теперь я должен думать о диализе опять? Он и забудь пока. Я это очень боялся. Как давно это было? Как давно? Это недавно. Это было давно. 2 недели. Но сейчас идет улучшение. Я 2-й раз не ходил на анализы. Нет смысла, я стал терпеливый, я стал кушать, я стал ходить, я не мог ходить. Я после этих 2 сеансов задыхался и прочее. Люди меня знают все мои болячки. Я к ним обращался ко всем за помощью, потому что я в медицине 0. Я спрашивал, что нужно принимать, Таленол или делать клизму. Я не понимал. Вот. И после всего я хожу, я кушаю, я ничего не могу кушать, я рвал. В тот же день, да, кстати, после первого сеанса они делали, иди, я поехал к товарищу, где я остановился, выпил 200 грамм коньяка, поел, да, 200 хороший. Она приготовила хороший жирный плов. Я поел этот плов, еще, по-моему, я суп ел, но я уже не помню. И... Поехал до Тимоса. Нет, и да, и через день я еще опять посетил господина Соломона, сел за руль, и 4,5 часа я попал в трафик, сидел в машине еще.
ехал даже, забыл, что я где-то был. Понял, что это такое или нет? Там на тебя. Это господин Соловьев. Но Миракл? Я знаю, что это Миракл. Вы не поверите, в каком я состоянии Это был. был еврей? Нет, айсберг был евреем. Он в айсберг. Вот. Состояние мое было, я никому не желаю. Не слышно, но я это чувствую. Это был какой-то кошмарный сон. Вот. И было состояние ужасное. Я очень рад, что я случайно нашел этого человека. Вот они все это, можно слышать меня по телевизору или читать обо мне в газете. Это Одно. А тут ну, когда живой человек говорит, тебе живой, что было так и стало так, она сегодня, Тем более, что что знаешь, мне болела, больная спина была, она сейчас сидит нормально. Как хохловка. Вот мне спина была больная, все нормально стало. 15 лет. Так получилось, что девочке лейкемия. Плюс к лейкемии добавился очень сильный высокий сахар. В больницу она попала с цифрой 750. Вот такой был высокий сахар. Друзья посоветовали нам обратиться к Соломону. В всяком случае, от сахара мы уже избавились. У нас абсолютная норма. С инсулина нас сняли. И мы даже не проверяемся. Сахар у нас в абсолютной норме. Так что в этом плане могу сказать на 100%. Соломон нам очень здорово помог. Мы очень ему благодарны.